Добрый вечер, это новости 24 в студии Мария Мистоева и коротко о главном. Хотелось бы рекомендовать жителям нашей республики, чтобы они все-таки обращались со своими вопросами к тем должностным лицам, в компетенцию которых входит решение этих вопросов. На каждый вопрос найдется решение. Уже завтра по всей стране пройдет день приема граждан в рамках Дня Конституции России. Что такое есть коррупция, как ее решать, как противодействовать этой коррупции, создать нового человека с гражданской позицией. Не брать и не давать взятки. В Магасе прошла встреча с общественностью на тему противодействия коррупции. Зарема Сабековна, она очень интересно преподает уроки, и мне очень нравится учиться именно у нее. В списке лучших педагогов страны Зарема Жандигова заняла 3-е место на всероссийском мастер-классе учителей родного языка. Наш фонд пополняется, и наши читатели могут получить представление о жизни других народов, других республик. Для просвещения будущих поколений глава Ингушетии передал в дар читателям Национальной библиотеки коллекцию ценных изданий. Будет порядка 17-18 боев, в 14 из которых примут участие бойцы из Республики Ингушетия. Самые зрелищные поединки и сильные бойцы. В Ингушетии пройдет турнир по смешанным единоборствам М1 «Битва в Назране». Уже завтра вся страна будет отмечать День Конституции Российской Федерации. И уже 4-й год подряд он ознаменован общероссийским приемом граждан. Двери всех государственных учреждений будут открыты для каждого жителя. Со своей проблемой можно обратиться и в приемную главы республики, которая является самым быстрым способом связаться с руководителем региона. Подробнее в сюжете Маки Килиматовой. Двери администрации всех населенных пунктов, министерств и ведомств 12 декабря будут открыты для жителей республики. Каждый желающий в течение дня может обратиться с тем или иным вопросом. По республике для обращения открыты более 100 пунктов. Прием будет проводиться в порядке живой очереди с 12 до 20:00. В случае, если вопрос находится в компетенции другого государственного органа или руководителя, обратившемуся обязаны обеспечить видеосвязь с тем органом или должностным лицом, в компетенции которого находится решение этого вопроса. Если видеосвязь наладить не удастся, то это будет аудиосвязь. Хотелось бы рекомендовать жителям нашей республики, чтобы они все-таки обращались со своими вопросами к тем должностным лицам, в компетенцию которых входит решение этих вопросов. При себе в обязательном порядке иметь документ, удостоверяющий личность. Каждому обратившемуся должны обеспечить связь с тем ведомством, в чьей компетенции решение вопроса, с возможностью выйти на видео или аудиосвязь. Если вопросы требуют дополнительной проработки, ответ будет получен в течение 30 дней. Жителей требуется только предъявить документ, удостоверяющий личность. А вообще это пилотный проект, это проект, разработанный администрацией президента Российской Федерации. И я думаю, что в будущем такие дни, как 12 декабря, я думаю, что у нас будут каждый день. То есть в любой день, я думаю, что житель любого региона сможет прийти и решить свой вопрос на месте. И не придется идти в какое-то другое место, в компетенцию в которого входит решение этого вопроса. На прошлогоднем приеме вопросы жителей в основном касались трудоустройства, выделения земли, строительства жилья и оказания материальной помощи. Все оглашенные проблемы были рассмотрены более детально и решены по мере возможностей и компетенций местных властей. По Республике Ингушетия в Единый общероссийский день приема в 2016 году органами исполнительной власти и органами местного самоуправления принято 870 человек. Рассмотрено положительно 167 обращений, разъяснено 641, принято к сведению 59 вопросов и заявлений. Но это благодарности и поздравления. Впрочем, с каждым годом обращений в общероссийский день приема граждан становится все меньше. Ведь, по сути, работа в этом направлении проводится ежедневно. Вопросы трудоустройства, ремонта дорог, выделения земельных участков, здравоохранения, строительства, ЖКХ. Каждый день в приемную главы Ингушетии и правительства обращаются десятки людей с самыми разными проблемами, которые решаются сразу по мере поступления. Мака Килиматова, Рахмат Суров, Новости 24.
Не брать и не давать взятки. В Магасе прошла встреча с представителями органов местного самоуправления, руководителями общественных организаций, различных министерств и ведомств. Главная тема беседы – противодействие коррупции. Какие меры принимаются в нашем регионе для борьбы с этой проблемой, знает Индира Манкиева. Нет коррупции. Не берите и не давайте взятки, ведь в конечном итоге все оборачивается против вас самих же. И сколько мероприятий по этому поводу проведено в регионе, не счесть. Министр экономики, выступая перед собравшимися, отмечает, что в министерствах и ведомствах установлены ящики доверия, развешаны номера горячей линии, куда можно обратиться и заявить о факте коррупции. Помимо этого, также по указанию главы создана специальная комиссия, которая ведет в этом направлении масштабную работу. В целях формирования нетерпимого отношения к коррупции у жителей Республики Ингушетия, а также привлечения молодежи к участию в обсуждении и решении проблем, связанных с коррупцией, Министерством ежегодно в соответствии с госпрограммой о противодействии коррупции проводятся мероприятия и конкурсы на антикоррупционную тематику с награждением победителей. Встреча проходит в рамках Дня борьбы с коррупцией. Подобные мероприятия – еще один шаг навстречу к нарушителям закона, который дает им возможность подумать и осознать, что риск слишком велик. Государственные власти Республики Ингушетия, подведомственных им учреждениях, организациях, органам местного самоуправления Республики Ингушетия запланированы комплекс мероприятий, связанных с правонарушением, приуроченных ко дню борьбы, с коррупцией. Здесь и представители органов местного самоуправления, и руководители общественных организаций, различных министерств и ведомств. Вопрос противодействия коррупции – один из самых актуальных становлений любого государства. Коррупция, как ржавчина, разъедает общество и наносит непоправимый вред экономике стран, считает региональный уполномоченный по правам предпринимателей. Хорошо помню, когда я вышел на работу, когда меня первый раз спросили, я комитет. Не спросили, как ты работаешь, учишься ли ты, повышаешь ли ты свою квалификацию, как ты дружишь с людьми, как там себя поставил в том коллективе, в котором ты работаешь. Я комитет. Сейчас в регионе также реализуется и государственный проект по противодействию коррупции на 2017 год, в рамках которого предусмотрено 83 мероприятия по работе с жителями и госслужащими. Осуществлен ряд мероприятий по противодействию коррупции, в том числе по созданию условий для повышения уровня правосознания граждан, распространению в средствах массовой информации практики работы по антикоррупционной деятельности, министерств и ведомств республики. Проводятся конкурсы среди журналистов на лучшее освещение вопросов борьбы с коррупцией. Причины взятничества и методы борьбы с ним. Тему продолжает Муладгирей Загиев. Рост заработной платы и ужесточение контроля – самое действенное, что может помочь в этой ситуации, считает он. Впрочем, если человек не получил должного духовно-нравственного воспитания, никакие меры здесь не помогут. Дело в том, что в России коррупция носит традиционный характер. Если вы помните слова Салтыкова-Щедрина, то это очень актуально сегодня. Он говорил: разбудите меня через 100 лет, и я вам скажу, что происходит в России. Воруют и пьют. Это продолжается. Прозрачная система работы бюджетных организаций. Именно ее следует наладить в стране, уверен Аюб Мациев. Чиновники должны отчитываться по каждому рублю. Еще один способ снизить уровень коррупции в России. Это называется элементарная прозрачность. Основные его принципы. Откуда все-таки, где, почему, с чем связано? Мне вот так кажется, потому сколько я себе анализировал, это все-таки социальное, экономическое, финансовое положение населения того или иного региона, того или иной республики, того или иного государства. Конечно, встреча не может обойтись без участия будущих юристов и экономистов. Студент 3-го курса юрфака Берт Кульбужев давно углубился в изучение проблемы коррупции в нашей республике, стране и в мире в целом. Студент уже сделал выводы для себя и думает над тем, как с этим злом бороться. Многих из нас, более молодого поколения, мы считаем все, большинство, что нужно решать вопрос снизу. То есть, начиная с молодежи, внедряя в это общество осознание о том, что такое есть коррупция, как ее решать, как противодействовать этой коррупции, создать нового человека с гражданской позицией и, конечно же, поднять
достойный уровень жизни людей, то есть экономику страны. С участием молодежи в регионе были организованы круглые столы, флешмобы и различные мероприятия. Молодое поколение особенно заинтересовано в искоренении этой проблемы. В рамках реализации проектов, реализации плана молодежного правительства у нас есть ряд запланированных мероприятий, и это одна из приоритетных сфер, в которой мы хотим добиться определенного рода оптимизации в республике, то есть значительного снижения уровня коррупции за счет молодежи и общественности. Если при Петре I за коррупцию преступников наказывали самым жестоким способом, то сегодня власти прибегают к менее радикальным мерам – тюремному наказанию или серьезному штрафу. До 15 лет лишения свободы за получение или штраф до 4 миллионов за дачу взятки. Но стоит ли оно того? Индира Манкива, Руслан Албагачиев, Майрбек Миржоев, Магомед Урусханов. Новости 24. Вопросы выполнения заявок на строительство объектов образования в республике, а также ввода 2 новых школ в регионе до конца текущего года обсудили глава Ингушетии и министр образования и науки России Ольга Васильева на рабочей встрече в Москве. Речь шла о начале строительства в республике 2 новых школ в рамках программы «Школа-2025». А в январе 2018 года планируется подписание соглашения о реализации проекта. Также до конца года планируется сдать в эксплуатацию 2 школы в Малгобеке и в Гамурзиевском округе на 2200 учащихся. В ходе встречи глава республики отметил, что за последние несколько лет удалось существенно сократить дефицит посадочных мест в системе школьного и дошкольного образования. Сейчас в Ингушетии функционирует 123 школы, 49 в городах и 74 в сельской местности. В списке лучших педагогов страны учитель начальных классов из Малгобека Зарема Джандигова у нас удостоена дипломом в номинации «Народное призвание» и 3-м местом на всероссийском мастер-классе учителей родного языка. Ей удалось обойти несколько десятков соперников. Подробнее расскажет Ирина Цычоева. Для Заремы Джандиговой каждое утро начинается с улыбок ее любимых учеников. Для счастья больше ничего и не надо, признается учитель. Педагог для нее – это не просто работа, а целая жизнь, которой она отдает всю свою любовь и энергию. Родной язык выбрала не случайно. Он всегда был близок к сердцу, язык матери. Именно поэтому и решила, что Ингушетию обязательно должна представить во всероссийском мастер-классе учителей родного языка, в котором приняли участие 40 финалистов и 35 слушателей из 43 субъектов России, от Карелии до Камчатского края. Мы преподносили им ингушский язык на основе русского языка. И вообще мое эссе начиналось с того, что ингушский язык не вместо русского языка, а вместе с ним. И на этой основе я подготовила эссе, и фрагмент моего урока проходил, тема была, как я уже сказала, «Сила России в единстве народов». В этом фрагменте мы показали единство народов, проживающих на территории Северного Кавказа. Вообще, в целом конкурсе, во всероссийском конкурсе мастер-класс учителей родных языков, включая русский, я попала в 3. Конечно, для меня это было неожиданно, получила 3-е место. Были номинации разные: учитель-мастер, народное признание. Наша землячка Зарема Джандигова представила на суд жюри презентацию урока, стенды с собственными научно-техническими разработками. В национальном костюме рассказала про наш язык, обычаи и традиции народа. Зарема Джандигова заняла на конкурсе почетное 3-е место и была единственной участницей, которая получила особый приз Гран-при. Но язык для меня является призмой, через которую я смотрю на мир. Мелодия родного языка – это звуки, которые человек слышит с рождения. Гран-при я получила в номинации «Народное признание», где я хочу поблагодарить большое спасибо, хочу сказать тем, кто за меня болел, участвовал, голосовал. Это коллектив 18-й школы, это мои родители, это все родственники, это вся Ингушетия за меня голосовала, в чем они даже сами были удивлены. И мы превышали аж на 1000 голосов. Такое внимание и почетные места наша землячка получила не случайно, уверены ее коллеги. Труд и упорство всегда должны быть замечены. Зарема Саварбековна очень опытный, высокопрофессиональный педагог. И я считаю, что у нее не случайно она заняла призовое место на федеральном мастер-классе учителей родных языков. Федеральный мастер-класс, его ведут 2 федеральных ведомства. Это Министерство образования и науки Российской Федерации и Федеральное агентство по делам национальности.
но это считается как бы вершиной педагогического мастерства, потому что не каждый учитель мастер и не каждый учитель методист. Надеялись на первое место, но результат, конечно, был удивительный, что мы получили третье место. Тем не менее, народное признание, награду получила только Зарема Саварбековна из 70 субъектов, которые представляли родные языки. А самое главное, Зарему Джандигову любят и ценят ее ученики, которым она на своих уроках прививает любовь к родному языку. Зарема Саварбековна, она очень интересно преподает уроки, и мне очень нравится учиться именно у нее. Я стараюсь хорошо учиться, чтобы не огорчать мою самую любимую учительницу. Я бы хотела отблагодарить ее за нелегкий труд. Я с удовольствием хожу на ее занятия, потому что она хорошо объясняет и потому что она самый лучший учитель на свете. Помимо работы учителя, Зарема Джандигова принимает большое участие в разработке школьной литературы по родному языку, входит в число корректировщиков ингушского языка для учащихся, и это еще не все ее заслуги. За всю свою педагогическую деятельность Зарема Джандигова принимала участие в различных конкурсах, где занимала ведущие места. Ее наградами и благодарственным письмам здесь, в школьном музее, отведен специальный уголок, где, кстати, красуется и новая награда, которую она получила на последнем мастер-классе – «Серебряная ручка». На достигнутых успехах наша героиня не собирается останавливаться. Впереди еще много вершин, которых она непременно покорит, ведь главное оружие в ее руках – талант и умение добиваться поставленных целей. Рина Цичуева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Очередная ингушская школа вошла в топ-100 лучших в стране. На этот раз отличилось учебное заведение номер 17 в селении Верхние Чулки. Конкурс федерального рейтинга был большим. Школы оценивались по уровню внедрения инноваций, количеству высококвалифицированных педагогов и эффективности учебного процесса. И по всем этим параметрам ингушская школа оказалась лучшей. Множество наград, кубков и благодарственных писем от разных госучреждений Москвы и Санкт-Петербурга. Также большое количество грамот, учащихся, получивших призовые места во всероссийских и региональных олимпиадах. Абукар Чапанов занимает должность директора школы уже 22 года, а в этом году он удостоен почетного звания «Директор года». С таким руководством неудивительно, что сама школа вошла в 100 лучших по стране. На протяжении нескольких лет наша школа выходила в лидеры в разных номинациях. В 2006 году школа наша была признана лучшей школой по внедрению инновационных программ. А с 2011 года школа наша в реестре лучших образовательных учреждений России. В прошлом году, в 2016 году, нас снесли книгу почета по итогам. А в 2017 году, как, наверное, итог, нас пригласили принять участие. Мы представили документы, аналитическую справку. И мы вошли в 100 лучших школ. Номинация «Сельская школа». Педагогическому составу этой школы могут позавидовать многие. 12 заслуженных работников образования, десятки учителей с огромным стажем и багажом знаний. Одна из них – учитель родного языка Анжела Чапанова. Она является одним из составителей недавно вышедшего учебника по ингушскому языку. Еще один преподаватель ингушского языка и литературы – Индира Кузикова. К любому делу учитель подходит творчески, а в свободное время она даже пишет стихи на русском, ингушском и арабском языках. В школе большое количество кружков – художественный, исторический, географический. Специально оборудованных классов здесь нет. Ими становятся любые из кабинетов, где дети занимаются в определенные часы. Но и это не мешает многим из них развиваться как разносторонним и творческим личностям и получать призовые места в конкурсах. Еще одна гордость школы – это признание на всероссийском конкурсе «Арт-город», прошедшем несколько лет назад в Петербурге. Отдельное направление в школе – праздничные мероприятия, которые развивают в детях такие черты, как самоуверенность и артистизм. О своих талантах ученики 17-й школы на всю республику заявили на конкурсе «Созвездие». Да, у меня там в команде 5 девочек. У нас были очень красивые костюмы. Они все очень отлично выступили. Мы заняли по району 1 место. Потом мы вошли в финал по республике. В республике тоже заняли такое 1 место, получили вот такой кубок. Было очень приятно.
Физическому развитию здесь также уделяется особое внимание. Мама 5 детей Залина Бекова является председателем родительского комитета. 2 старших уже успешно выпустились и поступили в лучшие вузы страны. Все благодаря хорошей базе знаний, делится многодетная мать. Весь педагогический коллектив состоит из профессионалов, которые умеют заинтересовать ребенка своим предметом. Хочу им отдельно сказать спасибо за их отзывчивость, за заботу и за индивидуальный подход к каждому ученику. Этой школе более 40 лет. Десятки ее выпускников ежегодно поступают в самые известные вузы Петербурга, Москвы и Рязани. Только в 2017 году из стен этой школы выпустилось 6 медалистов. Дана Плиева, Магомед Дидигов, Новости 24. Программы по трудоустройству матерей планируется расширить и частично перевести их функции в дистанционный формат в связи с новыми демографическими мерами. Об этом заявил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин. В регионах несколько лет действуют программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. И сейчас регионы настраиваются на то, чтобы они расширили эти программы. Самое главное даже не в увеличении финансирования, а в том, чтобы сделать проекты удобными. Сейчас нацелены на их переустройство, чтобы служба занятости учила маму дистанционно, если ей не с кем оставить ребенка. Как отметил министр, если у матери будет возможность оплачивать из материнского капитала услуги яслей, то у нее появится возможность выйти на работу раньше. Ими гордится вся республика. Ингуши, отличившиеся личной смелостью, рабочим профессионализмом и спортивными достижениями, стали гостями мероприятия, которое провели в пожарно-спасательном колледже в Сунже. Встреча прошла в уютной атмосфере и с торжественным награждением. Мака Келиматова расскажет подробнее. Рашид Тумгоев еще даже не учится на спасателя, но уже признан им за храброе сердце. Ведь на его счету 8 спасенных жизней. Эта история произошла несколько месяцев назад. Во время сильного потопа в Икажево под воду чуть не ушли 8 детей. Герой нашего времени, именно так называют Рашида, благодаря реакции которого трагедия миновала целую семью. За этот смелый поступок Совет Федерации наградил его медалью за мужество в спасении. Рашид, как всегда, скромничает, говорит, что на его месте каждый поступил бы так же. Я ни о чем не думал, я просто бросался спасать их. На этой встрече не только спасатели, но и те, кто прославляет родную республику своим талантом. Известная певица Любовь Барахоева, чье исполнение произвело настоящий фурор на итальянской сцене, она прошла в полуфинал 22-го международного конкурса оперных певцов «Спацио Музыка». И, конечно, не могла и сегодня не поделиться своим творчеством. На этом поприще ингушским ребятам равных нет, и наши спортсмены доказывают это день за днем. Один из лучших бойцов республики в М1, новоявленный чемпион в полулегком весе Хамзат Далгиев, делится советом, как куется победа на спорт-арене. Именно в плане смешанной единоборства я тренируюсь 4 года. Первый дебют у меня был на битве гора-3. Но как мы все это помним, дебют у меня был неуспешен. Потом я уступил своему оппоненту, потом начал серьезно относиться к этому спорту и, альхамдулилля, ряд 10 побед. Каждый из них лучше в своем деле. Директор 3-й Карбулакской школы Лида Гомкартиева, под руководством которой учреждение вошло в топ-500 лучших школ России. Программист из Сунжи Руслан Галаев, победивший в сражении со знатоками в программе «Что, где, когда». Волонтеры, которые доказывают мир не без добрых людей. И на каждого встреча произвела неизгладимое впечатление. Это замечательнейший проект. Хочу поблагодарить эту дирекцию за этот проект. Он не только замечательный, он нам очень нужный для молодежи, для студентов этих. Они не самые взрослые, они еще дети. Сегодня многие имели большое удовольствие познакомиться здесь и со спортсменами, и с музыкальным работником, с артистом нашим. Ну и все другие, которые здесь были, люди, они действительно достойны того, чтобы с них брать пример. Студенты ловят каждое слово именитых гостей, на которых равняются и с которых берут пример. Мне безумно понравилось мероприятие, во-первых, потому что у меня возникла белая зависть к этим людям, так как они проявили себя. И хочу сказать отдельно про Любовь Барахоеву, на мировом уровне себя показала. Хотелось так, чтобы проводились эти мероприятия почаще. Особенно хотел увидеть нашего чемпиона Хамзата Далгиева.
болел за него, настоящий чемпион. Идея собрать людей поступками и достижениями, которых по праву гордится вся республика, у педагогов СУЗа возникла неспроста. Духовно-нравственное воспитание – главная цель этой встречи, ведь сегодняшние студенты – это будущие спасатели и медики, которые выбрали для себя одно призвание – помогать людям. Большая часть этой молодежи, которая сегодня обучается и в колледжах, и в высших образовательных учреждениях, не владеет информацией про своих же людей, которые в нашей республике добились определенных результатов. Мы своего рода выступили в качестве инициаторами этого всего и продемонстрировали им таких людей. Возможно, такие встречи в СУЗе станут хорошей традицией, ведь студентам, без сомнения, здесь дают самый важный урок. Мака Келиматова, Ахмед Баркинхоев, Рамзан Зурабов, Ахмед Гаракоев. Новости 24. С 1 января заработные платы работников федеральных учреждений страны будут увеличены на 4%. Такая информация следует из постановления правительства, которое опубликовано на официальном портале правовой информации. Отдельным приказом Кабмин России также распорядился проиндексировать с 1 января зарплаты работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной и гражданской службы. Финансирование расходов, связанных с реализацией постановления, планируется осуществить за счет бюджетных ассигнований. Постановление уже подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и вступит в силу с Нового года. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров уже по сложившейся традиции в преддверии Нового года сделал подарок читателям Национальной библиотеки, передав в дар главному книгохранилищу республики коллекцию ценных изданий. Экспозиция уже открыта для всех желающих в читальном зале. Подробнее в сюжете. 48 изданий, каждая страница которых наполнена историей российского государства, начиная от репринтного издания «Спутник партизана», которое воспроизводит перед читателем события партизанского сопротивления захватчикам в годы Великой Отечественной войны, до полного цикла издания «Жизни и правления Петра I». Эта коллекция, ту, которую вы сейчас видите, дар от главы нашей республики Юнусбека Андреевича Евкурова, переданный нашей библиотеке. Это не первый его дар. Для нас стало традицией уже, можно сказать, получать от руководителя республики такие фонды нашей библиотеки, такие уникальные издания. Все эти книги уникальны не только в плане истории, но также имеют и научную ценность. К примеру, объемный труд Александра Ткачева, подручик Севастопольский «Мистерия войны и мира», посвящен исследованию малоизученного севастопольского периода в жизни Льва Толстого и его влияния на творчество великого русского писателя. И посвящена она полностью Льву Николаевичу Толстому. Мы все знаем, что Толстой бывал не только на Кавказе, видел не только войну на Кавказе, но он также бывал и на Севастополе, описывал и битву, видел войну в Севастополе. Все эти издания – труды разных авторов, которые писали об Отечественной войне, выдающихся русских полководцах и других значимых событиях и личностях. Но помимо репринтных здесь также представлены литературно-художественные произведения, фотоальбомы, знакомящие с различными регионами России, и мемуары. Книжные издания здесь, переданные в коллекцию, они сами собой представляют такие замечательные, можно сказать, уникальные художественные книгоиздания, выполненные в таком великолепном полиграфическом исполнении, художественно оформленные, различные фотоальбомы. Такой подарок от главы региона главному книгохранилищу республики стал уже традицией в преддверии Нового года. Наш фонд пополняется, и наши читатели могут получить представление о жизни других народов, других республик, узнавать культуру, политику и так далее. Жизнь всей нашей страны представлена в этих изданиях. Библиотека – это в первую очередь ее фонды, и насколько они значительны, настолько и значима ее роль в просветительской деятельности общества. И то, что сегодня такие книги могут быть доступны для каждого жителя республики, бесценно. Жарадат Халухоева, Ахмед Горбаков, Новости 24. Праздник Исполинов. Сегодня во всем мире отмечается Международный день гор. Они занимают более 25% всей суши Земли. Дата установлена по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в 2003 году. Этот день имеет прямое отношение и к нашему региону, ведь Ингушетия во всем мире славится уникальными горными пейзажами. Это признанное достояние страны. Слово Лейле Гайсановой.
Горные вершины зачастую становятся визитной карточкой какой-либо страны. К примеру, Непал и Китай известны всему миру Джомолунгмой, а Франция и Италия – горой Монблан. Самая высокая точка России – Эльбрус, который находится на Северном Кавказе. Впрочем, юг России всегда славился своими красотами, в том числе и Ингушетия. Сюда приезжают десятки тысяч туристов каждый год. Многие из них даже отмечают, у ингушских гор есть своя изюминка. Разрезано, как он сказал, дракон, да, там легенды. Вот что легенда. Когтями это как будто разрезано водой. Это вообще что-то с чем-то. Реально, что на самом деле, как будто такой дракон подлетел, и когтями все расцарапал всю стену. Ну, нет, красиво, потому что где лес, где нет леса. То так пласты, то так пласты. Как деревья вообще там держатся, вообще непонятно. Очень хорошее впечатление, да, как на самом деле деревья, очень красиво. На самом деле, вот на самом склоне такое дерево выросло. Очень-очень красиво. Позавидуешь вам, что у вас тут такая красота. Первый раз, конечно, я попала в такую красоту. Мне очень здесь нравится. Это просто непередаваемое ощущение от Ингушетии, от гор. Я вообще обожаю Кавказ, я обожаю горы. Международный день гор учрежден относительно недавно, в 2003 году. 11 декабря этот день занесли в международный календарь по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Для того, чтобы обратить внимание на важность развития горных регионов, сохранения их природного рельефа и улучшения уровня и условий жизни жителей гор. Осторожно, горы Ингушетии вызывают привязанность. Такими шутками бейсджамперы поддерживают друг друга перед очередным стартом. Альпинисты, парашютисты, бейсеры сказочные горы Ингушетии удивляют даже тех, кто, казалось бы, и так повидал почти весь мир. Первый раз я прыгнул здесь, с этой горы. Очень понравилось. Хорошие горы, высокие. Такие неприступные, но такие уязвимые. Важное значение Дня гор заключается в том, чтобы напомнить о необходимости сохранить экосистему горных массивов. Самые популярные туристические места зачастую засоряются. Например, Япония неоднократно выдвигала самую высокую гору страны Фудзи в качестве кандидата в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но эта заявка отклонялась в связи с сильной замусоренностью горы. И тогда в Японии началось поистине всенародное движение добровольцев с целью привести склоны горы в порядок. В ингушских горах все больше становится проблема вандализма и загрязнения экосистемы. Так, в Джайрахско-Асинском ущелье скалы почти на каждом шагу изрисованы надписями. Конечно, так неправильно сделать. Естественно, им самим надо понять, что это неправильно, что это их дом, наш дом, это полностью наш дом. Никак до нас же предки до нас не довели эти башни. Это для того, чтобы мы раскрасили, так ведь? В свете подобных событий 11 декабря Международный день гор становится еще более актуальным. Однако этот день всего лишь ежегодный толчок. Горная экология нуждается в непрерывном внимании. Ее сохранение должно быть образом жизни для тех, кто живет в горах или в их непосредственной близости. Лейла Гайсанова, Залина Магушкова, Новости 24. Спорт против терроризма, мировую проблему экстремизма и способы предостережения ингушской молодежи от этого зла обсудили в Центре олимпийской подготовки по вольной борьбе. Беседу с воспитанниками спортивной школы провели представители правоохранительных органов, родители, а также богословы, тренеры и руководство центра. Ребятам разъяснили, как можно уберечь себя и друзей от глобальной проблемы современности, особенно в сети интернет, и рассказали, что никогда не поздно определиться с приоритетами и сделать правильный выбор. بيرشت ما وين أولج مدي بيروش أو حنا يتسان بيرو يتس حمدا زعيم يقولوا شو عم ديرحم قيرت يا يوزو سنة أم بعد وقت نشلت على شت يا يوزو سنة دش على دولار ده سودا يس أستدي هنا شو لارهم بوجده وبيرشت زعيم يقولوا خان زين دعم در نيسا بنيق عن تعيخر هني أرجع فينو يهرب بيمروس فين اشتبيرة سيبيرة عليه السلام دين أمدي والسو غلق أمدي والسو ما تستعولوا ويتس فغياني بيري وورد تانت وورد إنها تعرف الصراحة السندي هنا سنة رجلين يا هم أبيش دين هذين زادا إن سبيرة غلق أمدش دادق ديت زوي هار ورقة. Насчет темы терроризма мне даже не надо рассказывать что-то новое. Естественно, это понятно, что человек, наделенный нормальным мировоззрением, он понимает, что портить другим людям жизнь, да, посредством этого, это никуда не катится никак. Поэтому, естественно, терроризм это сам идет против нашей религии. Вот мы ингуши, мы мусульмане, да, это и так идет вразрез. Понимаете, просто человек не может делать подобные вещи, связанные с терроризмом. Нельзя разговаривать с теми людьми, которые могут тебе принести вред. Даже если у тебя есть подозрение на эту тему, то лучше, конечно, подальше держать от этих людей и обезопасить себя с этим.
Уже в середине декабря ожидается очередной громкий турнир по смешанным единоборствам под эгидой компании М1 Global «Дорога в М1. Битва в Назрани». Это уже 9-й по счету турнир подобного рода в нашей республике. Карт турнира уже сформирован, список бойцов известен. Ингушетию представят несколько спортсменов из разных бойцовских клубов республики. С участниками пообщался наш корреспондент. Бойцовский клуб «Эрзи», Назрань. За окном уже сумерки, а эти ребята только начинают тренировки. До битвы в Назрани меньше недели, и нужно провести ее как можно более продуктивно. Впрочем, тренеры здесь лишние минуты отдыха своим подопечным не дают. Победы можно добиться только при должной подготовке. Понимает это и участник битвы Муса Хамхоев. Состояние нормально, расконка придет. Андрула отлично сейчас. Последние килограммы сейчас гоняем. Сбора в Дагестане были. Месяц там были, подготовились, нормально все. Казалось бы, совсем немного времени прошло с тех пор, как турниры «Битва в Назрани» проходили в специализированном зале бокса. Сегодня у спортсменов есть возможность продемонстрировать свои навыки перед многотысячной публикой во Дворце спорта. Чем больше болельщиков, тем выше ответственность, но ребята из бойцовского клуба «Эрзи» не робеют перед толпой. Более того, это заставляет готовиться еще усерднее к предстоящему турниру. Задача тренеров – подготовить спортсменов как можно лучше, а цель выиграть бойцы перед собой уже давно поставили. Участников у нас будет порядка 17-18 боев, в 14 из которых примут участие бойцы из Республики Ингушетия. Уже 9-я по счету битва в Назрани обещает выдаться жаркой. Претенденты на триумф в турнире выходить на ринг и соглашаться на меньшее, чем победа, не собираются. На кону участие в более престижных турнирах. И поэтому действовать как в процессе подготовки, так и в минуты после выхода в рейдж нужно осмотрительно. Одна ошибка может привести к поражению, а ухудшение рейтинга не та задача, которая стоит перед спортсменами и тренерским штабом. В турнире у нас порядка 10-9 турниров мы провели все на высшем уровне, никаких проблем не было до этого. Я надеюсь, здесь не будет никаких проблем. У нас с организацией, со всеми, все вопросы у нас улажены, никаких проблем нету. Дебютанты будут именно на этом турнире, 2-3 дебютанта тоже у нас планируется. В числе участников турнира и Муслим Кациев. Он уже знает вкус победы в рейдже и к предстоящему поединку подходит так, чтобы выйти из него победителем. Но загадывать наперед нельзя, поэтому Муслим усиленно тренируется. Во время подготовки я больше делаю акцент на борьбу, так как я сам базовый боксер, поэтому больше делаю акцент на борьбу, чтобы в ринге уже не потеряться. А так, сейчас уже у нас разгрузочная неделя, весогонка, вес надо подогнать. Поэтому основные нагрузки уже закончились. Изначально я готовился под другого соперника. В связи с травмой тот снялся, и сейчас у меня соперник с Азербайджана, Фуат Алиев. Зрителей ожидают бескомпромиссные поединки, а задача бойцов – подойти к турниру во всеоружии, и пусть победит сильнейший. Тамерлан Хамхоев, Исмаил Гатагажев, Новости 24. Это были все новости на сегодня. Всего доброго, до свидания.